прямом эфире телеканал «Якутия-24». Вы смотрите «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Сегодня в программе. Поддержка от федерального центра. В Якутию прибыл ИО главы МЧС страны Владимир Пучков и объявил режим ЧС федерального значения. Что он сказал и как будет помогать Москва пострадавшим от паводка. Внимание, ледоход. Обзор ситуации в подтопленных районах. Какова обстановка на местах? Какие приняты меры? Каковы дальнейшие прогнозы? Вахта памяти. Студенты из Якутии приняли участие в поисковых экспедициях в местах сражений Великой Отечественной войны. Обнаружили останки 26 павших солдат. «Служу России» в Алдане отметили День призывника. По традиции новобранцев провожали в армию всем миром. Привлечь интерес жителей к экстриму в Мирном организовали гонки на мотоциклах и внедорожниках. Состязались любители и профессионалы. Быстро бегать и быстро думать. 150 школьников Якутска приняли участие в спортивном ориентировании. Кто проявил себя лучшим образом? В республику сегодня прибыл исполняющий обязанности главы МЧС России Владимир Пучков. С его участием час назад завершилось большое совещание в Доме правительства в Якутске. Руководитель региона Егор Борисов и Владимир Пучков в один голос заявили, что нужно сделать все необходимое для жителей пострадавших районов. Работу будут вести на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. Сообщили, что в рамках ликвидации последствий паводка уже создан финансовый резерв в размере 120 миллионов рублей. Также накоплен резерв материальных ресурсов на общую сумму 98 миллионов. Кроме того, органами местного самоуправления зарезервировано 83 миллиона рублей и накоплено материальных ресурсов на 77 миллионов. Важным итогом совещания стало объявление в Якутии режима ЧС федерального значения. Ранее Пучков сообщил, что президент Владимир Путин поручил принять дополнительные решения об оказании помощи пострадавшим от паводка в Якутии. По словам ИО главы МЧС России, все пострадавшие в результате паводка получат материальную помощь из резервного фонда правительства страны. Он также поблагодарил жителей Якутии за мужество и грамотные действия в чрезвычайной ситуации, отметив, что самое главное – не допущено гибели людей. Владимир Пучков также добавил, что группировка МЧС России, задействованная в борьбе с паводком в Якутии, будет усилена. Дополнительно перебросят в подтопленные населенные пункты пожарные автомобили и мотопомпы для откачки воды. Также сегодня в рамках визита Владимир Пучков посетил пожарно-спасательную часть номер 6 в Якутске. Там исполняющий обязанности главы федерального ведомства наградил 8 человек личного состава. Пучков отметил слаженную работу спасателей и сотрудников МЧС во время паводка в Амгинском районе. Это чрезвычайная ситуация, которая произошла, еще раз показала, что именно высокий уровень готовности и органов управления, и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации позволил в сложных условиях минимизировать ущерб, своевременно отогнать скот и, самое главное, не допустить гибели людей. И сегодня уже там, где уходит вода, восстанавливаются автодороги, шаг за шагом подключается энергетика, работает связь. Вся социальная инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки. И, конечно, каждый в зоне бедствия получает необходимую помощь и поддержку. От паводка в Амгинском районе пострадали и территории промышленных предприятий. Речь идет о нефтебазе Саханефтегазсбыта. Объект потерпел самое масштабное затопление со дня создания. Всех жителей и работников нефтебазы и промкомбината вовремя эвакуировали. В данное время идут восстановительные работы. Сообщается, что разлива нефтепродуктов из-за ЧП допущено не было. На сегодняшний день розливов нефти и нефтепродуктов нету.
Пятно, которое было обнаружено у нашего гаража, ввиду того, что нефтебаза стоит на самом высоком месте в районе затопления, с гаражей частных, дворов, территорий, весь мусор собрало вот именно в этом участке, получается. Своевременно мы бросили там боновое ограждение в самых опасных участках по территории нефтебазы. Сейчас, позавчера, получается, мы там провели мероприятие по ликвидации этого пятна. Сорбентом посыпали, и сегодня будем собирать это все. Хочу поблагодарить свой коллектив за самоотдачу. Все эти дни они по домам не расходились, все здесь дежурили круглосуточно, спали в машинах мы. В зонах подтопления активно проводят восстановительные работы коммунальщики и энергетики. Так, в селе Чапчелган Амгинского района запустили в работу котельную, а также доставили резервный источник питания. Сейчас энергетики заняты восстановлением электроснабжения в селе Амга. Завтра планируют облет сел Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района для определения объемов аварийно-восстановительных работ. Также ведут оценку повреждений в селе Чичимах Чурапчинского района. Ну а в Татинском районе, по последним данным, в селе Харбалах предварительно подтоплена 51 дворовая территория, в том числе 8 жилых домов. Также из-за размытой дороги нет сообщения с поселком. Вода находится на отметке 1098 сантиметров, при критической отметке 1000 сантиметров. Эвакуирована часть населения поселка. Сейчас там работают 7 спасателей из Хабаровска, а в селе Чемнаи уровень достиг 1293 сантиметров, при критическом показателе 1223 сантиметра. Предварительно подтоплено 97 дворовых территорий, в том числе 13 жилых домов. Селяне, они народ такой сдержанный, сильного такого, скажем так, ажиотажа нет. Они потихоньку эвакуируют свою мебель, инвентарь, направили в глубинный центр своих детей, стариков, беременных женщин. Ну вот, селяне, якутский народ, он спокоен, не подпадает в крайности. Это черта нашего характера. Что касается ситуации в Чурапчинском районе, то по последним данным наблюдается медленный, но стабильный спад воды. В селе Мындагай уровень составил 1265 сантиметров, при критической отметке 1356. Выше критического уровня на 27 сантиметров вода остается в селе Мырла. В зоне подтопления 59 дворовых территорий, эвакуировали 136 человек. Медленное снижение воды наблюдается и в Усть-Майском районе, но ситуация все равно сложная. В поселке Эльдикан уровень составил 1658 сантиметров, при критическом показателе 1515. Ну а в селе Кюпцы 1475 сантиметров. Всего в районе эвакуировали 185 человек, из них 144 ребенка. Больше всего детей перевезли из села Кюпцы. Оттуда вывезли 66 детей. Из эльдянцев перевезли 36, а из Эльдикана 13 детей. Пострадавшим от паводка населенным пунктам Усть-Майского района помогает Минздрав Якутии. Ведомство направило в Улус второй мобильный госпиталь. Он предназначен для оперативного развертывания в местах стихийных бедствий. Внутри госпиталя имеется все необходимое для оказания медпомощи. Это автономные аппараты искусственной вентиляции легких, источники питания и кислорода, медицинские препараты и оборудование. Врачи также имеют полный комплект реанимационного оборудования, операционные наборы, аптечки со всеми необходимыми препаратами. Семьям, пострадавшим от удара стихии, поможет и Министерство труда республики. Прежде всего, это касается отдыха детей в летних лагерях. Объявили, что планируют предложить ребятам посещение детско-подросткового лагеря. Будет охвачено порядка 200 детей на каждый месяц летнего сезона, сообщает Министерство труда.
За прохождением ледохода внимательно следят в Тампонском районе. Там ожидают возможный подъем уровня воды. Пока никакой опасности нет, но на всякий случай отогнали скот на возвышенные места. Население предупреждено и готово к действиям на случай возможной ЧС. Мария Винокурова подробнее. Вместе с тем, в связи с ледовым затором на реке Алдан в соседнем Усть-Майском улусе существует угроза подтопления населенных пунктов Тампонского района. Поэтому жители сел Охотский перевоз, поселка Джбарикихая и Ингинского наслега предупреждены о необходимости отгона скота, переноса товарно-материальных ценностей на возвышенные участки. В случае осложнения паводковой обстановки население немедленно будет эвакуировано в пункты временного размещения. После разрушения ледового затора в Усть-Майском районе ожидается волна и подъем уровня воды в населенных пунктах. В настоящее время на территории района наблюдается ледоход с различной интенсивностью, уровни воды ниже критических отметок. Все мероприятия по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод под контролем, силы и средства к действиям по предназначению готовы. По всем постоянным и временным гидропостам наблюдается резкий спад уровня воды в реке Алдан. Вода из Усть-Майского района ожидается через сутки после прорыва затора. От ледового скопления до села Охотский перевоз 100 километров и примерно столько же до устья реки Амга. Выход активной фазы с реки Амга ледохода мы ожидаем на завтрашние сутки. Если сегодня будут проводиться взрывные работы в Усть-Майском районе, в частности, вот Кюбцы, где затор, то как раз я думаю, что выход основной массы льда с Амги и прибытие воды с Усть-Майского района может совпасть, от чего угроза у нас тоже подтопления существует. В Хандыге работают посты безопасности совместно с ГИМС и опергруппой номер 2 «Алдан», часть которой базируется в поселке. Они проводят с населением профилактические беседы по безопасности на водных объектах. Мария Винокурова, Андрей Сокар, Хандыга, Тампонский район. Паводок не обошел стороной Хангаласский район, подтопило несколько домов в селе Чкалов. Приняты меры, ну а в селе Ой в лесу пропал охотник. Ведутся поиски. По порядку и подробнее наш корреспондент Виолетта Засимова. Сегодня в селе Чкалово паводковыми водами подтопило 2 жилых дома на уровне пола. Об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Хангаласского района. Были расселены по родственникам 6 человек. Детей среди них нет. Крупный рогатый скот не содержат. Вчера по облету было видно, что в районе Ленских столбов имеются поля льда, которые, в общем-то, не были готовы к прохождению или же не приняли кристаллическую структуру. И поэтому сейчас вот они забились в протоки под селом Чкалов, на острове Чкалов, и ситуация обострилась. По данным на 16:00 в селе Чкалов был зафиксирован небольшой спад уровня воды на 12 сантиметров. Тем временем в окрестностях села Ой ищут жители города Покров с 1980 года рождения, который 11 мая выехал на охоту в местность Турах-Тах. Он выехал на охоту с одной компанией, по пути встретил другую и решил присоединиться к ним. Когда он покинул первую компанию, связь с ним оборвалась. Сегодня утром в полицию обратилась его супруга. Со вчерашнего дня он не дает о себе знать. В срочном порядке была организована поисковая группа, в которую были вовлечены спасатели, прибывшие из города Хабаровск для борьбы с паводком. Мы направили их в село Актемцы, поскольку там жителей по угрожаемой зоне более 700 человек, 777, если быть точной. Мы их отвлекли на поисковые работы, поскольку под рукой в данный момент быстро организовать группу добровольцев-поисковиков такой возможности нет. Очень печально, что вот людей, которые бы занимались помощью престарелым, одиноко проживающим в селе Актемцы, эвакуировать вещи, помогать с обходом, инструктажем по правилам поведения именно в период подтопления. В целом по району повсеместно наблюдается спад уровня воды. В районе Покровска густой ледоход 8 баллов. В селе Исид спад уровня воды составляет 20 сантиметров. В селе Кытылджура спад уровня воды ниже рейки. В селе Таюнары зафиксирован подъем уровня воды на 128 сантиметров, что вызывает опасения. В селе Актемцы спад на 10 сантиметров. В Табаге подъем на 9 сантиметров и густой ледоход 10 баллов. Верхняя кромка ледохода находится у села Синск, нижняя кромка в районе города Якутск. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Внимание сейчас обращено и на город Якутск, точнее на прохождение ледохода вблизи пригородов столицы. К примеру, у микрорайона Кангаласы наблюдается затор льда выше поста. Это может грозить подтоплением микрорайона Даркылах. Какова обстановка сейчас в этом районе? Все подробности у нашего корреспондента Саргаланы Захаровой. Она на прямой связи со студией из Даркылаха. Саргалана, добрый вечер. Ты в прямом эфире. Тебе слово. Да, добрый вечер, Влад. Затор льда наблюдается у поселка Кангаласы выше гидропоста. Это грозит потоплением микрорайона Даркылах, где мы сейчас находимся. А если говорить в целом об обстановке на реке, то по сообщению Якутской гидрометеорологической службы на 20 часов у Якутска уровень воды составил 622 сантиметра. Это на 1 сантиметр выше, чем было на час ранее. У поселка Табага уровень воды составляет 855 сантиметров. За 2 часа вода прибыла на 13 сантиметров. У самих Кангаласов уровень воды наблюдается на отметке 715 сантиметров. И наблюдается спад воды на 2 сантиметра. Как видим, сейчас у города Якутска ледоход остановился и льдины прибило к берегу. На данный момент обстановка на реке такова. Влад. Спасибо. Это была Саргалана Захарова, наш корреспондент с Даркылаха. Надеемся, что ледоход на территории Якутска пройдет спокойно. Сейчас у нас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Вахта памяти. Студенты из Якутии приняли участие в поисковых экспедициях в местах сражений Великой Отечественной войны. Обнаружили останки 26 павших солдат. «Служу России» в Алдане отметили День призывника. По традиции новобранцев провожали в армию всем миром. Привлечь интерес жителей к экстриму. В Мирном организовали гонки на мотоциклах и внедорожниках. Состязались как любители, так и профессионалы. Быстро бегать и быстро думать. 150 школьников в столице приняли участие в спортивном ориентировании. Кто проявил себя лучшим образом? Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». Студенты из Якутии приняли участие в поисковых экспедициях в местах сражений Великой Отечественной войны. Раскопки проводили в рамках всероссийского движения под названием «Вахта памяти». С ними работал и отряд «Отважный» из Якутии. Их усилиями обнаружили останки 26 павших солдат. Сюжет Анастасии Кобузевой. Соблюдать традиции и заповеди нашего отряда. Клянусь, клянусь, клянусь. Я командир поискового отряда. Посвящаю тебя боевым штыком и боевой лопатой. Николай Чеботарев, руководитель группы «Волгоград», один из первых якутян, кого посвятили в заслуженные поисковики России. Всего же в этом году на раскопках работали 4 поисковые группы из Якутии. Они уже побывали в городах-героях Севастополь и Волгоград, а также в Тверской и Новгородской областях. А в августе 5-я группа отправится на раскопки в Ленинградскую область, район Синявинские высоты. Мы не так просто набираем детей в эти отряды на основании конкурсов, рисунков, плакатов, сочинений, поэтому стихотворений, выступлений всяких. Поэтому, видите, едут передовые ребята, они очень активные, у них гражданская позиция очень сильная. Руководители разных поисковых групп России оценили работу якутской команды. В общем, поисковики из Якутии нашли и захоронили 26 бойцов. Из них 3 с медальонами, по которым можно установить личность солдата. Вы знаете, я никогда не думал, что так встречусь с такими людьми хорошими, верными, надежными ребятами, которые действительно как настоящие друзья. Приехать, то есть с чувством патриотизма и долга, копать и работать, скажем, за 7000 километров, приехать куда-то и, скажем, вносить это общее доброе дело, это очень-очень хорошо. Все эти предметы были найдены в Волгограде. Здесь есть серебряная ложка еще царских времен, компас или перочинный нож. Однако самой нестандартной находкой можно считать вот этот
кокоса, точнее то, что от него осталось. Существует несколько версий, как он оказался в Волгограде. По одной из них немецкий солдат мог сам служить в Африке или ему могли отправить его в качестве подарка. Анастасия Кобызева, Семен Семенов, Александр Слепцов, Якутск, Волгоград, Севастополь. В Алдане отметили День призывника. По традиции новобранцев провожали в армию всем миром песнями, представлениями, угощениями. К пожеланиям достойно служить Родине присоединились и наши корреспонденты в Алдане. Армейская дисциплина вовсе не страшна. В этом убедились будущие защитники Отечества и их близкие. Весенний призыв в ряды вооруженных сил продолжается. И полюбившийся алданцам День призывника становится праздником не только для новобранцев, но и для всех жителей Алдана. Да, хорошо все. Надо служить. Это долг каждого. Его надо отдать Родине. Особые почести на празднике воздавались призывникам, которые уже этой весной пополнят ряды вооруженных сил. В армию будущих солдат провожали, как было принято в Старь, всем миром, добрыми напутствиями, песнями и танцами. У новобранцев настроение боевое. Когда провожают столь тепло и душевно, то и служить, без сомнения, будет легче. Позитивно, хорошее, прям нормально. Познать премудрости ратного дела ребятам еще предстоит. А вот армейской каши они отведали и нашли ее знатной. Полевая кухня, демонстрация техники силовых ведомств, построение и приветствие. На празднике защитного цвета все было по-настоящему. Показательное выступление подготовил отряд юнармейцев. Ребята пополнят ряды защитников Отечества через несколько лет. И к службе они готовятся основательно. Служат хорошо. Нареканий у нас получается аж 2006 года. По нашим призывникам больших нету. Есть такие небольшие шероховатости, но они есть везде. Кто-то там не менее дисциплинирован, кто-то более дисциплинирован. Но письма благодарственные, в принципе, мы регулярно. В призыв в среднем хотя бы по 3-4 письма приходят, вручаем родителям. Так что в этом плане, я считаю, наши призывники молодцы, подготовленные, достойные. Напутствуя новобранцев, военный комиссар Алданского района Олег Бабич отметил, что плохих войск в России нет. Они все хорошие. А если армия сильна, непобедима и страна. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Центре слуха и речи «Сувак» в Нерюнгри выпустили новое учебно-методическое пособие. В издании использовали приемы фонетической ритмики для закрепления произносительных навыков у детей с нарушением слуха и речи. В чем особенность этого пособия и как в целом продолжает развиваться этот центр, рассказывает Александра Цыбикова. Так как в Центр слуха и речи приезжают дети с разных улусов республики, понимающие только якутский язык, заниматься на родном языке им проще. Дефектолог Центра «Сувак» Наталья Крепс совместно с логопедом Светланой Артемьевой обратили на это внимание, и у них зародилась идея выпустить учебно-методическое пособие «Чугдаарар дургоон чугум». В переводе «Мои звенящие звуки». В пособии использованы приемы фонетической ритмики для формирования и закрепления произносительных навыков у сахаязычных детей с нарушением слуха и речи. Мы защитили нашу работу на республиканском уровне, улусном уровне. Также участвовали на республиканских семинарах, практикумах и мастер-класс показывали. Нюрнгринский центр слуха и речи «Сувак» работает уже 27 лет. Изначально центр открылся для реабилитации детей с нарушением слуха. Сейчас же он имеет многопрофильный спектр и ведет работу с детьми с синдромом Дауна, задержкой речевого и психоречевого развития, с ранним детским аутизмом. Ежедневно у детей проходят групповые и индивидуальные занятия с учителями-дефектологами. Ежедневно проходят воспитательские занятия, занятия по развитию речи, формированию элементарных математических представлений, ознакомлению с окружающим миром. Многопрофильный центр реабилитации ведет работу по квотам. Родители ежегодно берут направление с управления соцзащиты, и дети проходят реабилитацию в центре порядка 40 дней, за период которой они получают квалифицированную помощь. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В минувшие выходные в ряде районов республики пошел снег. Такой сюрприз от погоды в мае месяце никто не ожидал, и народ встретил это весьма позитивно. К примеру, в Нерюнгринском районе дети и взрослые решили устроить на улице конкурс по лепке снеговиков. Буквально в считанные минуты пустынная площадка превратилась в парк снежных фигур. Мы долго ждали майского снега, чтобы полепить снеговики. Наконец дождались, вчера он выпал. Сегодня собрались, лепим. Снега, правда, выпало мало, это и хорошо, и плохо одновременно. Ну, сегодня солнышко, радуемся с детьми, играем, радуемся весне.
В Мирном заработал пункт передержки безнадзорных животных. Там имеется 24 вольера, операционное и помещение для приема животных. Собак будут отлавливать во время выездных регулярных рейдов и по обращениям жителей города. В этом году в пункте также оборудуют теплые вольеры для более мелких животных. Я считаю, что данный объект, он социально необходим для города. У нас в городе Мирном очень много безнадзорных животных. Как мелких животных, начиная от кошек, так и крупных животных, собак. Сейчас начинается весенний период. Начинается агрессия у собак. Вот. Поэтому здесь сейчас нужно по максимуму активизироваться и уже начать работать в этом пункте. Якутянка Анастасия Диадорова завоевала золото чемпионата России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине баттерфляй. Кроме этого, в вольном стиле она стала третьей, взяв в бронзу. Соревнования проходят в городе Руза Московской области. Участие принимает 261 спортсмен из 40 регионов страны. 150 школьников Якутска приняли участие в спортивном ориентировании на горе Чучур-Муран. А тех, кто проявил себя лучшим образом, в репортаже Александра Зубехина. Старт. 48-я, проходим, берем карту. Дистанция от 1 до 5 километров, от 3 до 13 контрольных точек. С собой лишь компас, карта, карточка и сотовый телефон. Нужно не только прийти к финишу за минимально короткое время, но и найти все контрольные точки на маршруте. Доказательство обнаружения контрольной точки – отметка в карточке карандашом. Поставить отметку, крестик, допустим, на карточке участника своей, на своей карточке. А как доказательство, как доказать, что они нашли реально? Ну, там у каждого свои цвета, карандаши своих цветов. Ага. А вдруг они схитрят, возьмут с собой карандаш? Но они же не знают, там какие карандаши. Вика участвует в таких соревнованиях уже второй год подряд. Об этом виде спорта узнала от друзей со школы. Сразу заинтересовалась. Правда, в призовых мест еще не занимала. Заблудиться в соревнованиях можно. Однако девочка четко знает, что делать в такой ситуации. Иногда бывает, что я заблужусь, но нам говорят, чтобы не заблудиться, солнце должно быть справа, и ты идешь против него. Ну, на него вот так, чтобы солнце справа было. И тогда просто идешь. Либо у нас кто-то потеряется, мы всей командой 31-я и 21-я школа, мы всей командой ищем того человека, который потерялся. По итогам соревнований первое место в группах среди мальчиков одержал ученик школы номер 19 Данил Сухомясов и ученик школы номер 33 Максим Бандеров. В группе среди девочек победу одержала ученица школы номер 29 Арина Илахова и ученица школы номер 33 Надежда Назарова. В основном спортивная ориентированность – интеллектуальный вид спорта. Тут нужно думать. И одновременно это физическая нагрузка, нужно бегать. И самое главное то, что детям нравится думать и бегать. Соревнования продлятся весь май. Уже в июне этого года стартуют республиканские соревнования по спортивному ориентированию. У победителей майских состязаний есть возможность стать частью сборной команды Якутска. Александр Зубехин, Семен Семенов, Якутск. В Мирном местный внедорожный клуб организовал джип-спринт под названием «Весенний стандарт». Это уже 8-е соревнования такого формата в Алмазном крае. Цель – привлечь интерес жителей к экстремальным гонкам. Соревновались как любители, так и профессионалы. Репортаж Марианны Кутуковой. Джип-спринт – отличное место проверить себя и свою технику. В экстремальных заездах участвуют на внедорожниках и мотоциклах. Последние традиционно открывают гонку в классе эндуро. За 20 минут им необходимо проехать как можно больше кругов, при этом преодолевая крутые трамплины и бездорожья. В отличие от предыдущих гонок, которые всегда проходили на этом техногенном участке у реки Ирелях, в этом году из-за высокого уровня воды обошлось без обводненных участков. Однако на зрелищность гонок это не повлияло. В этом году мы добавили препятствий побольше. Самое главное, у нас возросла вот эта вот куча трамплина. У нас есть легендарный трамплин, который все шикарно покоряют, и это зрителям нравится. И также в этом году мы
насыпали вот эту вот кучу, которая стала в 2 раза больше, и видно, что она уже покорялась не так просто, как предыдущая. Муж-водитель, жена штурман Александр и Инна стали гонщиками бездорожья первый раз и участвовали в классе «Стандарт» для новичков. Узнали о джип-спринте за 2 дня до старта, поэтому времени на подготовку особо не было. Говорят, в следующий раз свой шанс не упустят. Ради адреналина не жалко и семейную Ниву. Ну, для такого соревнования как бы не жалко, мне кажется. Сам адреналин получаешь, вообще аж душа разрывается. В следующие разы постоянно будем участвовать тоже. Вообще понравилось очень, конечно. Адреналин до сих пор присутствует. После любителей и новичков выходят профессионалы в классе «Спорт». Усиленный корпус, большие колеса и другие улучшения порой не помогают. На крутых подъемах и резких виражах ожидают все, что угодно. Доехать до финиша удается не всем. Полетели сначала задний редуктор, главная пара, потом передний. На 4-м круге разлетелось все, сейчас все неподвижно. Ну, в мостах редуктора разошлись, а так все, в общем, нормально. Ежегодные гонки «Весенний стандарт» расширяют границы, растет число участников из других районов, в частности из Ленска. Победители и призеры этого джип-спринта получили баллы для участия в главных гонках в чемпионате Мирнинского района по трофи-рейдам, который пройдет этой осенью. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Федор Петров, Мирный. Это были итоги дня. Смотрите телеканал «Якутия-24» и будьте в курсе.